собираемся с утра, ребята начинают разыгрываться, берут инструменты, происходит настройка, то есть инструмент имеет такое свойство потихонечку расстраиваться, то есть струны, их нужно подстроить. Стараемся делать ставку на этнические инструменты, это такие как халкубас, как домбра, гусли. То есть можно, в принципе, свободно поиграть. Не привязываться там к доле, да? То есть не обязательно. Что никто у нас в оркестре не играет только на одном инструменте. У нас идет постоянно. Мы на одном играем, на втором, третьем. Мы можем, так сказать, местами поменяться. Сегодня он играет там на баяне, завтра там на домбре может сыграть. У нас люди универсальные. Сначала у нас классический станок, потом мы занимаемся техникой, и после этого уже непосредственно занимаемся теми задачами, которые перед нами стоят. Совместно работаем, и вместе с ребятами, ребята что-то подсказывают, свои как-то идеи привносят. Мы бы не были танцорами, если бы у нас ничего не болело, как говорится. И болят, и суставы ноют, и на погоду. Наш рабочий день традиционный, если он проходит, ну, так скажем, на базе нашего ансамбля, начинается с попевочного материала. А потом уже переходим к, либо разучиванию основного материала, либо к повтору, к работе. Работа над песенным материалом у нас происходит очень кропотливо. Если необходимо, то мы расшифровываем песенный материал, да, то есть мы слушаем оригинальные экспедиционные записи. Голосовой аппарат – это очень сложный аппарат, это гораздо сложнее, чем даже инструмент, потому что если инструмент можно настроить и сыграть, голосовой аппарат, он зависит от погоды, от условий Этот год для ансамбля Бермичей был очень насыщенным. Мы ездили по крупным городам с гастролями. Санкт-Петербург, Пермь, Сочи, город Омск. И, конечно же, самое главное событие, лауреата первой степени всероссийского конкурса «Казачий круг». И нас ожидает город Москва.